Обращение родственников турецких граждан, задержанных в Восточном Туркестане, в рабочую группу по произвольным задержаниям Совета ООН по правам человека принесло свои плоды. ООН постановила, что Китай должен освободить уйгуров, произвольно отправленных под стражу. После решения ООН о турецких гражданах, произвольно содержащихся в китайских концентрационных лагерях, их родственники и адвокаты, проживающие в Стамбуле, сделали заявление для прессы в зале Акдениз культурного центра Зейтинбурну Козлы-Чешме. Выступая на пресс-конференции, родственники жертв призвали к освобождению граждан Турции, находящихся в концлагерях. 11 марта 2024 года Уйгурская Федерация Америки организовала специальный ифтар в уйгурском центре в Фэрфаксе, штат Вирджиния, чтобы отметить начало Рамадана. Более 100 уйгуров из Вирджинии и Вашингтона, а также гости-мусульмане разных национальностей посетили значимый ифтар. Целью мероприятия было не только отметить начало Рамадана, но и поддержать преследуемую уйгурскую общину, привлечь внимание к их борьбе за право свободно исповедовать свои религиозные убеждения и помолиться за них. Среди участников царил дух солидарности, состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим перед уйгурской общиной. На слушании в Комитете по разведке Палаты представителей было заявлено, что Китай может использовать социальное медиа-приложение TikTok, чтобы повлиять на выборы в США в 2024 году. Директор национальной разведки Аврил Хейнс на слушании в Комитете по разведке Палаты представителей заявила, что Китай может использовать социальное медиа-приложение TikTok, чтобы повлиять на выборы в США. Законодатели давно выражают обеспокоенность тем, что китайское правительство может получить доступ к данным пользователей или повлиять на людей, делясь контентом, который может разжечь политические разногласия в Соединенных Штатах. После усиления напряжения отношений между США и Китаем, многие компании, работающие в Китае, начали открывать свои предприятия в странах Юго-Восточной Азии. Малайзия – одна из таких стран. За последние 3 года интерес иностранных инвесторов к Малайзии, 6-му по величине экспортеру полупроводников в мире, возрос еще больше. Эта страна становится альтернативой Китаю в производстве для компаний полупроводникового сектора. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетили город Шуша, освобожденный от армянской оккупации. Главы государств смотрели статуи Натавана, Бюльбюля и Узира Гаджибейли, известных азербайджанских деятелей, расстрелянных армянами в Шуше во время оккупации. По сообщениям китайских государственных СМИ, 2 человека погибли и 26 получили ранения в результате взрыва в ресторане в китайской провинции Хэбэй. В результате взрыва были сильно повреждены автомобили, а на прилегающих улицах разбросаны обломки.